Аважлар парат Аллахулача. Табуб хаяс хошарашит зал хунткар хада Аслан Георгипа. Иразнак атак қайцит хахах яриште запшара аважлар хатарнакша насфиктру азохтан пиамтаз иғупаз царақва ажлар гузр тымчу ярабрия дача цухола وتبي يحزبشو دوني يقو أيجي خرقوا أبري حراي حنمشو أستعرفوا رسوب شيء يجدروا شيء ساستا أبدأ شو مسحترز كويس شو أياش از شقصويد بزين يشحد وينو سمار جودزوم السعيد بحر الله حاسفيرت استخويش تكرتويت سرايس حرتيست خو بريوب позиция خطرناك شو رزقهم سيسم شو جيس عرضوب عراس وإكسرات ويوت على площадка экспиахот схату площадка эксиму президентская вац вагирнирует вы проблема ацем ويخا по итогам حيث вираште хазбаб يحييكم حشكويانا جوز راس وحيكشرت راح يكشرت вы проблема цемуя кюбай спортиста хубриоп абриш حساس عارة ما صار أكون كوا بتسندت ببرابلم أكون كوا بتسندت بصار أكون كوا إجرت صار كوا جزء سرز خيو بتاك كرا عصرة كوشحاترا مكانا تمايز شيء جدرت يونسكي جبشوك سزجي يونسكي جيبشوك سزجي أبري صار وسطن بيا خدت شرطنا يشرطون آخا وبري يافسون دري رحوان يربون ناس عارفلر تبتنشمرا شرنا جوز هاي سمشا политика تي برخارة وحمو بزهن مكانا تشن طوان حنكر ويزاس شب حقو بلزم شرقيش حوت وي أتورخز يماج زر قلابخا بس وجو أجلر يحا أبريادجل الزارة وبرياقر يجبروب وبريادجل الزارة نشرتو هاجلر جسمشا كشنزارة هاو تشيجدرут харахмачра яхкана. Соглашение, оно уже опубликовано, вы его видели, оно уже подписано, но не ратифицировано данное соглашение. Значит, когда говорят о том, что данная работа была сделана закрыто, кулуарно, это не соответствует действительности, потому как мы соглашение еще в апреле 2021 года направили в парламент. У парламента была возможность данный документ изучить, внести в него изменения, подкорректировать и так далее. По разным причинам это не произошло. Ну, после чего, значит, в январе текущего года соглашение было подписано. Как вы знаете, было обращение в Конституционный суд. Конституционный суд по каким-то основаниям, я не хочу более конкретно по этому поводу высказываться, данный, значит, запрос парламента отклонил, вернул его обратно. Несет ли в себе это соглашение некие угрозы? По моему глубокому убеждению, не несет. Я как бы небольшой, может быть, специалист по угрозам, но пытаюсь с них немножко разобраться. Вот. Поэтому, конечно, у нас угроз очень много, самых разных. И данное соглашение я бы никак не отнес бы к какой-либо угрозе. Абсолютно нет. Это мое мнение по этому поводу. Значит, сейчас в данный момент идет некая работа. Председатель комитета правового парламента, он внес ряд предложений по внесению изменений в данное соглашение. Ну, рассматривается все это. Посмотрим, к чему это приведет. Насколько это соглашение важно. Вы знаете, мне сложно говорить о том, насколько это важно для руководства России. Я не знаю, что они по этому поводу думают, но коль скоро данный документ или данный вопрос, вернее, так сказать, ставился на повестку дня на протяжении более чем 12 лет, видимо, это важно. К чему может привести не подписание, не ратификация данного соглашения? Об этом мне тоже сложно говорить, к чему это может привести, но могу сказать точно, что это не улучшит фон наших межгосударственных отношений. Я исхожу из того, что определенный фон нам просто необходим. Дорогие мои друзья, по большому счету на протяжении многих лет, десятилетий,
мы сталкиваемся с разными проблемами. Значительная часть этих проблем носит экономический характер. Были проблемы, связанные с обеспечением безопасности нашего государства. Они в известной степени решены соответствующими договорами между Абхазией и Россией. Пограничная безопасность, военная безопасность. Эти вопросы решены в рамках наших договоров с Российской Федерацией. Вопрос экономического развития тут немножко сложнее. К чему бы мы не прикоснулись, к любой отрасли, у нас все находится в ветхом или полуветхом состоянии. Состояние автомобильных дорог вы знаете. Состояние коммунального хозяйства, наверное, каждый на себе испытывает. Вот буквально вчера я был в Гудаутском ковидном госпитале, в больнице. Несколько дней тому назад там напрочь забилась канализация. Товарищ министр, так я говорю, да? Не потому, что мне нечего было делать в жаркую погоду, в 17:00 пришлось туда приехать, и мы вынуждены сейчас тратить на это деньги с тем, чтобы провести определенные работы, вывести все это в систему канализации, а система городской канализации тоже в полуаварийном состоянии. И вот так примерно везде. Знаете, в энергетике у нас есть определенные проблемы. У нас проблемы, связанные с тем, что не хватает дошкольных образовательных учреждений, не хватает их, не хватает медицинских учреждений, их физически не хватает, на это нужны деньги. У меня недавно была встреча с представителями, с деятелями культуры, интеллигенции, и я как бы с ними не обсуждал вопросы, скажем так, которые носили творческий характер. Все упиралось в простые вещи. В музыкальной школе здание обрушивается. Художники не имеют места, где можно было бы обеспечить хранилище их шедевров. Союз писателей не имеет над собой крыши. Академия наук, здание, в котором они сидят, находится в плачевном состоянии. Все это деньги, все это необходимо восстанавливать. И на этом историческом этапе нам сложно обойтись без поддержки Российской Федерации. Вы, наверное, знаете, и это ни для кого не новость, более 50% государственного бюджета, доходной части, это то, что мы получаем в виде безвозмездной помощи из Российской Федерации. Вы, наверное, слышали о том, что пенсионное обеспечение, там, более 45 тысяч пенсионеров и более 35 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию. Она в 4-5 раз больше абхазской пенсии. Такова действительность. Это все, это те вопросы, которые мы постоянно, в постоянном режиме ставим перед нашими российскими друзьями. Мы постоянно эти вопросы поднимаем. Мы постоянно находимся в состоянии просящего. Мы постоянно просим. Выезжают туда министры, просят, вице-премьеры просят, премьер-министр просит. Я выезжаю, прошу, помогите в этом, помогите в этом, помогите в этом. И так у нас было, и так есть, и в ближайшее время тоже, видимо, будет так. Пока мы сами не создадим, сами тоже мы не можем это невозможно. Мы можем создать условия для развития экономики. Без внешнего фактора это не бывает. Таковы законы экономического развития. Многим эти слова не нравятся, инвестиции и так далее. Они просто считают это слово недопустимым. Но по-другому экономика не развивается. Надо создавать предприятия, которые будут создавать рабочие места, усиливать наш экономический суверенитет. А для того, чтобы создать предприятие, нужны деньги. Деньги бывают двух видов. Или государственные, или заемные частные. Других денег не бывает. А заемные деньги – это рискованная история. С ними сложно. Люди, которые дают деньги под кредит и так далее, им нужны определенные условия. К чему я все говорю? Вот это весь спектр вопросов, которые мы обсуждаем с российской стороной. И, конечно, вот этот фон отрицательный, он нам сегодня не нужен. Я вообще хотел бы вам сказать и следующее тоже. Вокруг России ситуация не самая лучшая. Наверное, Россия сегодня переживает после развала Советского Союза, это самая глобальная проблема, с которой столкнулась Россия. Вы видите, да, противник, а мы по Союзу, по-нашему мы едины должны быть, по военному союзу, противник уже атакует территорию России. Совершаются теракты,
совершаются диверсии. Но в этих условиях война обходится в десяток миллиардов рублей в России в день, не говоря уже о человеческих жизнях, о смертях. Несмотря на это, ничего еще не свернуто. Та помощь, которая нам оказывалась, она оказывается по сей день. Никто не сказал, что мы там сократим вам какую-то. Более того, предлагается, значит, и дальше поддержка в плане реализации ряда проектов. Я не знаю, как ситуация сложится в будущем году. Она может усложниться, спецоперация, требует больших денег. Завтра, может быть, нам не смогут помочь. Такое тоже может быть. Сегодня могут. Для этого нам необходимо встречаться с руководителем. И мне нужно дать простой ответ. Мы идем на это или не идем? Если народ Абхазии, которому я служу, которому я присягал, в категорической форме будет против, конечно, я подчинюсь воле нашего народа. Правильно я сделаю или нет, покажет время, историческое время. Время все покажет и все расставит, как мы должны себя вести. Есть ли у нас союзник кто-то еще, и правильно мы себя ведем по отношению к нему или нет. Как известно, вы говорили о земле. Ну, как человек образованный, опытный, прекрасно знаете, в соглашении прописано, что земля никому не отдается. Вы же это знаете? Все знают. Все знают. Это не обсуждается, да? Хотя у нас были такие прецеденты. Я буду говорить, по одному документу вам оставлять. А потом, когда у вас будет время, вы это, значит, ознакомитесь. У нас были такие моменты, когда мы передавали в собственность соглашение между правительством Абхазии и российскими железными дорогами. Наверное, так нужно было. Текущий момент был такой. Вот вам один документ, ознакомитесь, а потом, значит, когда сочтете нужным, отдадите нашим коллегам. Поэтому считаю правильным это соглашение ратифицировать. Мое мнение. Я никому руки не выкручиваю. Я хотел бы напомнить моим гражданам, ответственным людям, которые сидят в этой аудитории, Россия на территории Абхазии держит группировку более 6 тысяч человек. 6 тысяч человек – это то, что посчитано военными специалистами, необходимо держать под ружьем для того, чтобы обеспечить военную безопасность Абхазии. Они находятся на территории Абхазии. Так просчитано. Таков военный потенциал противника и его союзников. А какое количество людей мы держим сегодня под ружьем своих? Вы можете сделать соответствующий запрос или пригласите представителей Министерства обороны, они вам расскажут, какое количество людей мы держим под ружьем и сколько нам нужно времени, сил, средств и денег, чтобы под постоянным, значит, в постоянном режиме иметь 6-тысячную военную группировку собственную. Это о вкладе в безопасность, обеспечение друг друга. Поэтому вот эти вот факторы, с учетом этих факторов, с учетом вот этих множественных факторов, это соглашение было подписано. Еще раз повторяюсь, о земле речь не идет, речь идет о зданиях и сооружениях, которые находятся на этой территории, которые нуждаются в частичном капитальном ремонте, скорее всего, в частичном сносе. Там бассейн, который, я там был, как-то он треснул напополам, его будут сносить, видимо, новый будут делать. Это место, там написано в соглашении, в той редакции, которая подписана, да, без изменений, о том, что исключительно для обеспечения, значит, пребывания охраняемых лиц. Там написано слово «исключительно», что исключает использование объекта по-другому. Поэтому вот такая вот картина. Вот я хотел бы вам напомнить, за последнее время Владимир Владимирович Путин трижды бывал в Абхазии, не говоря день похорон Сергея Васильевича после этого. И все 3 раза встречи проходили там с руководителями абхазского государства. Это место, видимо, которое им нравится, они считают возможным, да, там в свое время отдыхали, все это было сделано для руководителей советского государства. Сейчас другие времена, другие требования. Что касается акватории, там тоже, значит, акватория, она по определенным границам будет обеспечиваться охрана со стороны моря. Это нормальное явление. Там, по-моему, километр 200 где-то в глубине, значит, от уреза воды в сторону воды, да, там это вот такие стандартные вещи. Если вы считаете, или кто-то считает, что передача зданий и сооружений на территории госдачи ущемляет наши интересы, вызывает дополнительные, значит, проблемы или угрозы, так и скажите. Давайте изучим, вокруг этого сделаем обсуждение. Это соглашение по-другому ничем не отличается от того, что было в 1995 году. Мотивировка следующая.
здания, сооружения, которые мы будем строить, мы хотим, чтобы принадлежали нам. Они так говорят. Так говорит их закон. Зарубежная недвижимость государственная должна принадлежать российскому государству. Частные компании могут по-другому. А разве мы объекты, которые приватизируем, в том числе объекты, которые приватизируются российскими компаниями, в собственность их не отдаем? Разве объекты, здания, сооружения не становятся собственностью инвестора, в том числе российского или любого зарубежного? Разве наш закон так не позволяет? Не так он гласит. Эту часть вы изучали? Ну, здесь у нас есть профессиональные юристы. Да, вы им поручите, они вам потом скажут. еще нет, они, конечно, изучали, они будут об этом говорить, но у нас еще есть здесь несколько заключений независимых юристов, которые часто приглашаются и в парламент, и в другие госучреждения. Ну, в частности, вот Саид Гизердава нам прислал. Он ссылается по пунктам именно на Конституцию. И там и статья 5, и там и статья 6, вот эти статьи самые такие. И Саид Гизелдав говорит, что Конституция нарушена. Нет, правильно? нет, я не знаю, но он свои суждения, А я знаю. мы сейчас говорим, Вот мы же общество. суждения Саида Гизелдава в этой части несостоятельны. Мое мнение такое. Например, лично я, не хочу, чтобы в здании и сооружений, естественно, земля не продается. Об этом вообще не надо говорить, это все знают. Я не хочу, чтобы мои внуки, правнуки потом столкнулись с проблемой. Какой? Вот это здание, сооружение передается в собственность безоговорочно. Для меня главное, чтобы его кому-то третьему лицу не передали. Статья 6. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, и исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. Вот, пожалуйста. То есть этот объект уже третьему лицу продавать не будут. Если данное соглашение будет выполняться, продаваться не будет. По истечению срока соглашения подписывается новое соглашение. И стороны садятся и говорят, как быть и что делать. Так тут написано. И через 49 лет поколения, которые придут после нас, надеюсь, они будут более подготовленными. Я на это рассчитываю. А наше государство станет более крепким, в экономическом плане более независимым. Наверное, внесут те изменения, которые они захотят внести в это соглашение. Бессрочное и безвозмездное. Там сроков не было вообще. В том соглашении, которое было подписано в 1995 году. Да. Там нет сроков. Там не было. Да, здесь указаны сроки. 49 лет. Вы сказали о том, что на парламенте этот вопрос не обсуждали. Но этот вопрос был скрыто кулуарно, как мы понимаем, как я понимаю, на заседании Кабинета министров. Вы это, к сожалению, понимаете неправильно. Заседание Кабинета министров, оно освещается в СМИ, готовится повестка дня. Да, и опросом они имеют право. Да, совершенно верно. Серьезный вопрос. Да. Если бы они бы провели в открытом заседании, может быть, все наши вопросы, которые мы друг другу сейчас задаем, они бы были сняты. Мы исходим из чего? Да. Вот почему мы все говорим, кто смотрит со стороны, что это было сделано, грубо говоря, втихаря, кулуарно. Я в данном случае имел в виду, когда говорил свой тезис, обозначал, парламент представляет наших граждан со всех районов, в том числе есть этническое представительство. Документ, когда поступил в парламент, каждый депутат имел возможность этот документ изучить, обсудить со своими избирателями, в том числе депутат от Пицунды и так далее. Так происходило неоднократно. У нас с парламентом прошлого созыва очень часто бывали вопросы, которые мы дискутировали, даже менее значимые, чем этот вопрос. И все, документ в парламенте, это, по нашему разумению, у представителей наших граждан. Он пришел в представительный орган, представительный институт, единственный, где представлены все наши граждане. Другого регламента нет. Я не должен был это обсуждать с жителями села Тамыш и отдельно взятыми жителями. Так не написано. Может, слушайте, мы не можем так, не получается. Вот мы в общественной палате сегодня.
обсуждаем данную проблему. Михаил Петрович, документ в парламенте был с апреля прошлого года? Нам общим списком принесли, где там 45 или 46 вопросов было. Лично мной было сказано спикеру парламента, некоторые вопросы, которые не понравились, я ему сказал, я говорю, давайте пригласим президента или к нему пойдем, по каждому этому вопросу, чтобы мы пообщались. Так и не... Я 3 раза пытался это сделать. Вы этот вопрос поднимаете. Да. Я просто хочу, чтобы люди знали. Да. И этого не было сделано. И официально парламент ответил только на письмо жителей Пицунды. Ну, у каждого там свое мнение, и большинство получило, что не нравилось то, что там было написано. И все мы в этом хотим разобраться. Вот сейчас мы приходим к тому, что депутаты парламента, оказывается, должны были, правильно вы говорите, каждый представитель района должен был собрать свой округ, поговорить, что вот президент вот такую предоставил нам ситуацию. Как вы думаете, это люди должны были обсуждать. А это все пришло в самый последний момент, чуть ли не ко времени подписания, и только тогда люди начали узнавать. Я еще раз говорю, я благодарю наших пицунских депутатов молодых, неравнодушных. Вот мы направили документ в апреле 2021 года в парламент. Вот это тоже любопытная деталь. И с определенной периодичностью мне звонил посол России в Абхазии по этому поводу. Я говорю, документ в парламенте. Но там сроки рассмотрения обычно 20 дней, да? Ответ приходит отрицательный или, значит, положительный, или какие-то просим учесть там изменения и так далее. Я не знал, что сегодня мы на эту тему так много будем говорить, и не взял с собой письмо. Оно уже распространено. Письмо, которое пишет посол, в котором он говорит о том, что эта тема заигрывается уже 12 лет. Посол России. Мне впервые 3 недели тому назад пришлось в моей практике принимать верительные грамоты. Вот там написано текст верительной грамоты. Уважаемый президент, прошу гражданину, в данном случае Шургалину, верить, поэтому документ называется верительная грамота, он с вами говорит по поручению и от имени президента Российской Федерации. Других прав у него нет. То есть, когда посол обращается с официальным письмом, вот вы там затягиваете уже 12 лет, и там еще написана одна несимпатичная вещь. Она состоит в том, что мы будем вынуждены, если рассмотрение таких вопросов будет откладываться, как там в отношении финансовых мер воздействия, да, финансовые меры воздействия. То есть уже появился неприятный осадок от всего этого, понимаете? Но с точки зрения требований нашего законодательства, тут все было правильно, мы сделали так, как нужно. Кстати говоря, и в парламент мы не обязаны были пока направлять. Мы могли направить в парламент, вообще в регламенте написано текст соглашения уже подписанного. Мы заранее направили для того, чтобы парламент нам подсказал, устраивает это его или нет. Готов ли в последующем он его рассмотреть, видит ли в нем недостатки. Для этого все это было сделано. Я говорил и с председателем по этому поводу, чтобы мнение свое высказали. Вот разве не вызывает, уважаемые коллеги, вопрос, когда я сам депутат прошлого созыва, и как к институту, к парламенту отношусь с большим уважением. Парламент состоит из разных людей. Я говорю в целом о парламенте с уважением. А разве не вызывает вопросы следующие, когда некоторые депутаты прошлого созыва эту проблему стали сейчас обсуждать? Тогда, когда у них нет ни полномочий, никаких уже, скажем так, по этому поводу обязанностей. Они стали его рассматривать тогда, когда они должны были рассмотреть, будучи депутатами парламента. В свое время документ пришел к ним. Большая разница. Не к вам он пришел, вы не были депутатом, а к ним. И если у них мнение есть сегодня, почему это мнение нельзя было озвучить такое же, как сегодняшнее, вчера? Сейчас весь акцент обсуждения перешел на оправдание и обвинение тех или иных сторон. Даже сейчас мы говорим, что весь акцент уходит на парламент. Из-за того, что они не рассмотрели секунд. Потому что при желании... Руслан, то, что ты говоришь, очень важно. Я в данном случае не оправдываюсь и не обвиняю.
Я разъясняю свою позицию. Вы говорили о документе над этим соглашением. Вы знаете, есть опыт 2014 года, когда президент, парламент сформировали совместную комиссию для подготовки проекта соглашения о стратегических взаимоотношениях. То есть это был хороший опыт, который давал возможность исполнительной власти не сейчас говорить, что мы отправляли им, а сформировать вместе, поработать над документом и дальше его подписать. К сожалению, вот это отсутствие взаимной работы разных структур и общества приводит к кризисам. Как мы можем сейчас высказывать свою точку зрения по данному соглашению, если он юридически нам не дает этого права, он должен быть или ратифицирован, или не ратифицирован. Если бы в соответствии, если уважают и Общественную палату, Общественная палата тоже должна была получить проект этого соглашения. Вот тогда мы все вместе творчески вкладывали бы свои мысли, и мы имели бы интересный документ. Я как журналист говорю уже, ни одного официального сообщения, ни структур администрации президента, правительства о том, что такое соглашение прорабатывается, или о том, как такое соглашение подписано, не поступало в СМИ. До того, как представители пицунской общественности не обратились в Общественную палату. Поэтому вот все эти нюансы, все эти обстоятельства меня как гражданина, как журналиста, как члена Общественной палаты подталкивают к мысли, и я обращаюсь к вам с просьбой сделать все возможное для организации политических дискуссий, найти эти формы приемлемые и не допустить кризис. Нынешняя ситуация решительно отличается от всех предыдущих в нашей современной истории кризисов. Все предыдущие кризисы были внутриполитическими. Нынешний имеет внешнеполитический фактор, хотим или нет, он получит такой оттенок. Он уже приобретает в ходе обсуждений в разных социальных сетях и тому подобное, что ни в коем случае не позволительно, это отрицательно и плохо для нашего общества, для нашего государства. Поэтому вот вообще, вот даже последний вчерашний пример. Из-за отсутствия проекта, мыслей, планов по многим другим актуальным вопросам, в том числе аэропорта, вчера происходит сброс, все почти там 99 пунктов, все передается российской стороне, потом вчера вечером Министерство экономики отвечает, разъясняет. Ну почему мы раньше не разъясняем, а потом оправдываемся? Вот корень зла всех наших многих проблем, которые существуют в обществе. Вы сейчас перечислили, как министры, вы, премьер-министр, все просят у российской стороны. А может быть, с учетом той ситуации, которая сейчас происходит в мире, мы вот эти свои просьбы чуть приостановим, и так у них трудно. Мы видим, какое идет сокращение, какой идет кризис, как ВВП и все остальные экономические данные российские. Это тоже будет дружеская поддержка и понимание, что у вас сложно, и поэтому мы тоже сейчас чуть-чуть приостановим. И, естественно, самое главное, уменьшить вот эту кредитную нашу зависимость. И все то, что передается, даже опыт этих 5 объектов, которые были получены, льготные кредиты 5 лет тому назад, показывает, насколько абхазский бизнес не готов к эффективному использованию этих средств. А масштабы нынешних проектов социально-экономического развития 22-25, там 11 миллиардов, если я не ошибаюсь, планируют получить для абхазского бизнеса, для туристического, сельскохозяйственного. То есть масштабы расширяются в зависимости абхазского бизнеса от инвестиций, которые будут получены. Действительно, там благие цели, но насколько бизнес готов, насколько наша вообще система финансового и других контролев готовы к этому. Мне кажется, что через какое-то время очень большой процент абхазского бизнеса оказывается
в судебном разбирательстве с банками Российской Федерации. Там будут жесткие правила. Вот вообще вот это эффективное использование российских инвестиционных, социально-экономической помощи. Вот наша просьба и требования к правительству и контрольным органам, чтобы они здесь это осуществляли. И потом еще, ну, вы всегда об этом говорите, у нас внутренний резерв очень солидный. Внутренний экономический, финансовый резерв в стране, не задействованный, не охваченный абхазским бюджетом, очень высокий. Но мы же живем в Абхазии, мы знаем, что с нами рядом происходит. Как мой сосед, недавно старик сказал, слушай, я каждый день вот в ходе этих совещаний слушаю о миллионах, о 140% повышения сбора. Я, говорит, как я это почувствую, гражданин этой страны? Как пожилой старик сказал, как мы это видим, эти деньги, да? Я сейчас расскажу. На Да. нас не ощущается. На нас это, вы знаете, на многих это не ощущается. У нас 250 тысяч человек населения, а я получаю удовольствие от того, что если даже на одном ощутится государственная поддержка или наша работа, это мой позитив. Вот у нас в городе Сухум 30 улиц, условно 40, в котором проживают по 2000. Но люди, которые живут на улице Гулия или на улице Джонова, ощутили государственную поддержку, получив новые дороги? Или не ощутили? Нет, не это российские инвестиционные. Я хочу, чтобы мы сами хоть что-то сделали. Теперь я расскажу про наш источник. Вот у нас была проблема, с которой мы столкнулись на протяжении 2 лет. Аналогичной проблемы после войны в Абхазии не было. На эту проблему мы свои деньги потратили 1 миллиард. 800 человек врачей работало над решением данной проблемы. Назовите мне одну проблему, которая потребовалась концентрация таких финансовых усилий и столько времени после войны. А давайте мы сядем. А это что, тоже российские деньги? Вот мы на эту проблему потратили 1 миллиард 70 миллионов рублей. И из них мы потратили 1 миллиард 20 миллионов рублей своих денег, которые заплатили наши налогоплательщики. А теперь я вам расскажу другие цифры. Заболело у нас 54 824 человека. Вылечили 53 тысячи. Умерло 693 человека. В настоящее время 12 лежит больных. Летальность 1,3%. А теперь посмотрите летальность субъектов Федерации России. Пожалуйста, Краснодарский край 4%, Кабардино-Балкария 3%, Северная Осетия 3%, Московская область 1,51%, Ленинградская 1,8%. Это что? Не абхазское государство эту проблему решило и решает? Эту проблему не абхазские врачи решают? А сколько было мероприятий проведено по дезинфекции в городе? Школы, транспорт, троллейбусы, рынок. Мы это забыли? Нет, это, кстати, очень... Нет, подождите, одну секунду. А теперь давайте мы посчитаем, мои дорогие, я вас информирую, просто говорю немножко эмоционально, чтобы запомнить. Не понравится? Продолжим разговор. 1,3%. Извините, что я так говорю, я вынужден бухгалтерией заниматься, чтобы было понятно. И 3%, разница большая. Сколько спасенных жизней? 693 человека. Да? А было бы 3%, как это было в других республиках, тогда у нас умерло бы сколько? Когда, в какой период государство сконцентрировало свои усилия на решение аналогичной проблемы после войны? Назовите мне. Вопросы, которые вы подняли. Вот льготное кредитование 1 миллиард рублей. Мои дорогие друзья, бизнес – вещь рискованная. Здесь наверняка есть люди... Не следил за этим. Да. Одну секунду, там разные факторы. Но в любом случае эти здания стоят здесь. Да, контрольный. Они принадлежат абхазам. Вот отель хороший появился. Через речку появится еще один отель. В Гагарах работает отель «Сокол». Ну, вы знаете, это неправильный термин «зависимость нашего бизнеса». Наш бизнес может не пользоваться этим, если он не хочет. Но это бизнес, это определенные правила ведения бизнеса. Там тоже кому попало денег не дают. Нашей же экономике нужно не 10 миллиардов, а значительно больше. Да, значительно больше нужно, но там тоже, я уверен, что заявок будет не на 10 миллиардов, заявок будет значительно больше, но банк будет отбирать.
Банк тоже не заинтересован в том, чтобы его предприятие, значит, прогорело, да? Эти деньги должны быть возвратные. Но это же льготное кредитование, понимаете? Сегодня, если банк наш может дать только под 18-20%, там речь идет 7 или 8. Ну разве это не выгодно? Ну как я могу вещи потом никто не прогарантировать, оспаривает. как будет себя вести абхазский бизнесмен? Не знаю. На начальном этапе смотрят репутацию, есть ли у него долги, есть ли у него история успеха какая-то. На это все смотрят, кредитуют. Разве это плохо? Легкая промышленность, любые предприятия, производилось столько продукции, просто это невыносимо. И период экономически благополучия вот этого периода, люди жили тогда, по-моему, самый высокий уровень жизни был у нас в Сухуме. Вот я нисколько не сомневаюсь в этот период, потому что я всю жизнь вот занимаюсь производством и знаю все промышленные предприятия. Потом, работая в администрации, я анализ делал всех наших вот после войны предприятий, которые находятся на территории Сухума. Но, к сожалению, из-за чего они умерли? В первую очередь, конечно, в тот период повлияла эта блокада, когда закрыли ворота, и все предприятия фактически развалились. А то я помню, в период войны мы только мечтали, что мы придем вот в город, вернемся, и мы через 2-3 года поднимем экономику. Да. Но, к сожалению, вот эта вот вся вот эта блокада, которая развалила сегодня практически все предприятия. Ну, вот у нас остался там винзавод, пивзавод, да, вот такие предприятия, немножко крупные, да. Остальные, как промышленные предприятия, практически все развалились. Вот я сегодня, нахожусь и являюсь тоже одного из предприятий, я 30 лет жду прихода природного газа, потому что, чтобы запустить это предприятие. Вот я его сохраняю 30 лет. То есть я хочу что сказать, что сегодня очень большая проблема – это нехватка вот именно не только оборотных средств, я извиняюсь, не оборотных средств, а рынка. Вы понимаете, рынок, у нас очень маленькое население. Если мы не откроем, не упростим границу, чтобы можно было бизнесу вывозить свой товар, у нас ни одно производство не поднимется. Нам нужно открыть, упростить производство наших вот продуктов. Даже у нас основные 3 вот таких козыря, которые мы сегодня на нашем производстве, то есть в нашей республике можем поднимать. Это, естественно, там курортная сфера, сельское хозяйство и мелкое машиностроение, производство, небольшие предприятия. Но все они требуют, естественно, упрощения границы. Если мы не сможем спокойно вывозить, вот я сегодня занимаюсь производством, сохраняю, там у меня и кислородная станция, углекислота, мы ее привозим, все это. Столько у нас проблем именно с производством, вот пересечения границ. Есть такая проблема. В договоре 2014 года прописано, там в течение 2 лет мы должны были поменять режим работы пункта пропуска. Мы должны были создать условия для свободного перемещения товаров и грузов через государственную границу, через пункт пропуска ПСОУ. Этого не было сделано в силу ряда обстоятельств, и объективных, и субъективных. Многие уже привыкли, многих это устраивает. Это не устраивает наше население, потому что мы мучаемся с мандаринами, а там поборы были. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы вас проинформировать. Сумма этих поборов была от 12 до 15 рублей примерно. И все это в конечном итоге ложилось на нашего сельхозпроизводителя. Его в цене повышали. Очень было непросто все это сделать. Ограничились 6 рублями, год держались, делали очереди. Это все субъективные факторы. Но сейчас мы к этому вопросу вернулись. Он в запущеннейшем состоянии. Первые были слушания, потом, значит, рабочая комиссия. Нам потребуются эти 2 года. Мы полтора месяца тому назад впервые подняли вопрос. Промежуточное решение, они там будут расширять пункты пропуска. Это не даст нам нужного результата. Мы должны поменять режим работы пункта пропуска. Мы должны поменять. Для этого некоторые требуются изменения в нашем законодательстве, требуются изменения в их законодательстве. Мы должны иметь свободный доступ к их рынку. А свободный доступ к рынку, а это общий рынок, там казахи, там белорусы.
Эти контакты мы тоже ведем, мы переговоры ведем, мы объясняем, что наша продукция в товарообороте с Россией, если для нас это 78% внешнеторгового оборота, Россия занимает место, а для них 0,003 в пределах статистической погрешности. На все на это нужно время. Мы хотим это делать. Гармонизация наших законодательств на это направлена. Унификация налогового и таможенного кодекса – это как раз-таки вот эти вот ставки, чтобы были едины, с тем, чтобы мы имели возможность работать в условиях единого рынка. В договоре же прописано, мы формируем единую территорию социально-экономического развития, единую территорию обороны и безопасности. Значительная часть пунктов договора не выполнена. Я никого не ругаю, я просто вас информирую. Это не сделано, это надо сделать. Я считаю, договор 2014 года надо реализовать в полной мере, чем мы и занимаемся. И руководство, и люди, значит, все, тем более в общественной палате, все хотят добиться, так сказать, желаемое одно, так сказать, жить на собственные средства. А вот чтобы жить на собственные средства, движение к этой цели оказалось весьма сложным. Ну, тому, конечно, есть причины. Есть послевоенная война, послевоенный период, значит, блокада, о которой здесь уже вспоминали, она сыграла очень большую роль. И вот только приход Путина к власти освободил нас от некоторых, так сказать, СНГовских этих необоснованных вот этих санкций, ограничений и прочее. Но остаются другие. Они действуют по сей день. По сей день мы не являемся свободным, широко признанным государством. Все это, конечно, надо учитывать. А вот движение вперед, оно, значит, какими-то рывками происходит. Это, так сказать, объективные причины. Этому есть и субъективные причины. Они в нас в самих находятся. В нас в самих. Нам говорят, что вот мы стали немножко больше зарабатывать, но, так сказать, у нас теневая экономика растет. Нам же говорят это. Говорят, что несколько лет назад было 50%, а сейчас 65%. Называют такие цифры. Ну, называют. А мы вот не специалисты. Как вы сказали, мы не юристы, значит, вот в документах, так сказать, разбираться. Так вот, не специалисты, люди слушают, и у них создается впечатление о том, что мы на какую-то прорву работаем, на что-то. Плюс к этому бывший глава администрации, ваш Пиццини, уходя, значит, заявляет о том, что на его глазах какие-то люди из руководства обогащались. Ну, наверное, он имел в виду незаконно, потому что обогащаться никому не запрещено. Пожалуйста, ради Бога, есть бизнес, есть... Да, он это сказал. Реакции на это пока нет. Нет реакции. У людей создается впечатление, что вот там сидят все, они там воруют, они там вот это, говорят об этом. А это пагубно сказывается на настроении людей. И потом, знаете, вот капля за каплей, все это накапливается, и потом, значит, ну, упреждающая информация какая здесь может быть? Откуда знаешь в голове у кого что? Это трудно, значит, но хотя бы по следам нужна какая-то реакция. Если действительно там кто-то, так сказать, незаконно обогащался, надо ему показать дорогу к двери выходной вслед за этим человеком. А если нет этого, надо сказать, что ну, зря не надо болтать. Да. Что касается вот этой дачи, мне не хотелось касаться этого вопроса, но Владислав Григорьевич, когда принимал решение, оно было общее решение тогда, в 1995 году, такое решение о передаче было и до 1995 года, но только в 1995 году они согласились вот оформить как-то вот это. Не скажу, что в 1995 год был, они признавали, Россия признавала Абхазию. Нет, это был как раз тот период, 1995, когда мы обсуждали, значит, один из протоколов, в котором, так сказать, Абхазия принудительно возвращалась в состав Грузии. Удалось, значит, избежать этого, удалось, так сказать, и парламент был задействован, и Владислав Григорьевич, все это было. И в этот период
обратите внимание, на соглашении на этом подпись стоит такая. Премьер-министр Республики Абхазия, премьер-министр непризнанной республики, Россия признает премьер-министром Абхазии. Это было удивительно. В нынешнем соглашении вообще должности нет, просто, да, просто да, даже фамилии нет. Но я не к тому, что это, значит, меньше значения имеет, больше или нет. Но тогда это было сделано, я уверен, что никакого, значит, документа вот этого в реестре государственных важных документов в России нет. Просто нет. Просто потому, что не могло этого быть. Ты договариваешься с непризнанным государством и межправительственное соглашение заключаешь. Каким образом? Не могло этого быть. Вот настало время, когда надо оформить. Конечно, надо дачу оставить за Россией. Ну какой может быть тут разговор? О чем, значит, так сказать, спор? Спор о том, о территории, там прибавилась территория, там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Знаете, какие-то, я бы сказал, незначительные, но значительные для, вот, знаете, людей вопросы, которые можно отрегулировать. Да, тут совершенно правильно вы сказали, что если бы парламент в свое время начал бы обсуждать. Знаете, вот я работал тоже в парламенте, к нам приходили документы, которые нам не нравились. Но мы же не могли сказать, это нам не нравится, и мы не будем его обсуждать. Он для того и существует, парламент, чтобы обсуждал этот документ. Чтобы они там сказали, если бы они сказали тогда громогласно, еще не был подписан документ, видимо, что вот это не годится, это надо поменять, вот это мы предлагаем изложить так, ничего бы этого не было. Все спокойно прошло бы. А вот, знаете, обвинять кого-то в кулуарности и самим кулуарно действовать, это, знаете, не совсем правильно. А в самом документе в этом, конечно, какие-то, это же не священная корова. Это 2 человека подписали, не президенты, а подписали руководители ведомств каких-то. Они могут его переписать, эту бумагу можно порвать, выбросить и новую написать. Или дополнения к ним сделать какие-то. Ну что стоит снять опасения людей, знаете, 49 лет. Это все-таки срок порядочный. 49 лет, а мы вообще не думаем же, что через 49 лет будем возвращать. Нет, конечно, это навсегда дается объект, и жалеть об этом не надо. Это только на пользу нам будет идти. Но в нем надо отразить четко. Там вы, конечно, юридически правильно сказали, что там цель обозначена, для чего они берут этот объект. Для того, чтобы там, значит, обеспечить отдых и пребывание высоких лиц. Но ведь люди меняются. Люди меняются, время меняется, что-то происходит. У кого-то придет в голову продать объект, предположим. Ну, я грубо говорю, ну, то, что, так сказать, то, что волнует, то, что пугает людей. Ничего страшного нет, если в нем добавить фразу, так сказать, Россия обязуется, или там без права продажи, или передачи третьему лицу. Ничего страшного в этом не будет, если через запятую там написать это. Если мы что-то передаем кому-то в собственность, мы ему передали в собственность. Собственность – это означает владение и распоряжение. Да. И владение. Или мы не передаем в собственность. Если передали, остальные комментарии излишни. Но есть один нюанс. В соглашении написано в этом, что исключительно в таких целях, что исключает другую цель. Если вдруг случится так, что, значит, все пойдет не потому, как написано в соглашении, у нас возникает право расторгнуть это соглашение. Написать это неграмотно можно написать без передачи третьим. Исключительно пользование в таких-то целях это и есть без права передачи кому-то. По поводу того, что вот, скажем так, теневая часть экономики растет. Неправда. Теневая часть экономики уменьшается. Вот эти вот сверхплановые, они такие, они сверхплановые, они не грандиозные. Но для нас это деньги. Для нас это существенные деньги. В том числе природа этих денег – это выявленные юридические лица и поставленные на учет, которые начали платить. Этот процесс, конечно, не одномоментен. Тут есть куда расти, тут есть чем заниматься. И Министерство по налогам и сборам этим будет заниматься, сейчас там будут новые руководители. И цифровизация будет,
и учет мы налаживаем, значит, идет контроль со стороны Минюста. Это же не за счет новых предприятий, единицы новых предприятий были созданы. Вот этот 700 миллионов рублей, а в общей сложности за 2 года это больше, чем миллиард, это как раз-таки поставлен на учет предприятий, которые были выведены из тени. Этот процесс сейчас идет, он для нас носит такой существенный характер. Может, не может, а он будет продолжен. Вот природа этих денег откуда. Что касается, значит, кто-то обогатился. Ну, вы знаете, надо называть имена и фамилии. Что имеется в виду? Я вот без комментариев. Мы пытаемся работать, правоохранительные органы у нас работают. Я хотел бы вам напомнить, эта работа такая тяжелая, в известной степени неблагодарная, но ее выполняют. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц, уровень министров и руководителей государственных компаний. К сожалению, такое есть. И будет дальше тоже. И будет эта работа, будет продолжаться не так просто, не так быстро, но надо иметь материалы, чтобы обвинить. Вы, наверное, знаете, о ком я говорю. Это история, которая предана огласке. Вы это знаете. Россия устами заместителя министра экономического развития осторожно намекает на то, что мы можем жить на свои средства и должны постепенно переходить. Нам надо к этому стремиться, вот это главное. Любое предприятие, которое регистрируется здесь, неважно, кто собственник, это становится национальной компанией. Они производят и работают здесь у нас. Есть даже собственники иностранцы. Это национальная абхазская компания, которая регистрируется. Есть обратное явление. Наш винзавод имеет торговый дом в Москве и инвестирует там. Такое же тоже есть, правильно, да? И международная кооперация, ее же никто не отменял. Экономическая кооперация. Вот то, о чем говорили вы. Поэтому, опять-таки, решается вопросы развития экономики за счет денег, оборотные средства нужно вкладывать. Возможности какие? Если нет своих, то привлечь. Об этом идет речь. Привлечь для того, чтобы это работало у нас в Абхазии. Можно провести анализ, как работают компании российские здесь, как они платят налоги. В этом смысле они более дисциплинированы или нет. Такая аналитика у нас тоже есть. С участием российского капитала компании себя в этом смысле зарекомендовали неплохо. Самый крупный налогоплательщик сегодня в Абхазии – компания «Роснефть». Это под 500 миллиарда рублей. Потом уже сотовые операторы, там тоже, как известно, российский капитал. Почему они платят налоги? Да потому что там проходят аудиторские проверки, там должна быть определенная отчетность, определенных стандартов. Это новая культура, новая культура. Я же в качестве примера, когда привожу тамышский объект, это не для того, чтобы злорадствовать. Объект, который не 3 звезды, ну 2 с плюсом. Почему там заработная плата 30 тысяч рублей? А на объектах очень хороших, некоторых, в Западной Абхазии зарплату показывают 20 тысяч рублей или 15. Это работает в конечном итоге на нас. Это работает на наше население, на наших граждан. Таким образом растет благосостояние наших граждан. По поводу аэропорта, Руслан, то, о чем вы говорили, пока особо нечего афишировать. Мы даже боимся, что нас сглазят. А вот тот человек, который сфотографировал российской стороне, что написано, это то, что они финансировать будут, деньги. Мы расписали, что мы можем за свои деньги сделать. Мы там линию можем провести. Все остальное за их деньги, безвозмездно, которые мы у них просим на полосу. Еще если дадут это все. И еще вокруг этого, если будут разговоры, тогда хвахте там дроза. Вы же хорошо помните, у нас были в советской Абхазии предприятия, которые назывались градообразующими. 500 населенный пункт оттуда, из-за курорта. Да, так? Дранда, поселок городского, типа это аэропорт. Сухумский физико-технический институт, это поселок Агудзера. А город Кварчал, это шахты. Вот по такому принципу крупный проект, необходимо крупные проекты реализовывать. Они создадут правильный эффект. Они подтянут другие отрасли экономики. Наши люди должны зарабатывать, работать, жить сегодня. Детей надо лечить, детям надо давать образование. У нас
проблемы с нашим языком, его надо поддерживать, педагогам надо платить еще больше денег. И когда я в своей экономической политике сталкиваюсь с некоторыми государственными предприятиями, в которые вложена большая сумма денег, и отдачи никакой нет, я по этому поводу расстраиваюсь. Важно не то, как объект называется, важно с точки зрения экономики не то, кому он принадлежит, важно, что он дает государству и населению, сколько этот объект платит налогов и сколько людей там работает. Это важно, кому этот объект принадлежит. И как он называется, это тоже объект спекуляции, как он называется. Кому-то названия не стали нравиться в последнее время некоторых объектов, кому-то не нравится, почему там иностранный капитал, а я исхожу из другого. Это название для меня не принципиально. Иностранный капитал. Люди борются за то, чтобы капиталы пришли. Вот мы ездили, были в Башкирии, целая программа, целый инвестиционный час, который проводят президенты одной и другой страны. По итогам прошлого года у одних 600 миллиардов привлеченных инвестиций. Значит, на 600 миллиардов рублей там денег собственников, которые не проживают в Башкирии, а пришли туда. 400 миллиардов у товарищей из Башкирии. Привлеченные деньги, которые работают на экономику, на страну, это не минус, это плюс. Это плюс. Безвозмездных российских денег больше, чем есть, не будет. Они не могут решить наши глобальные проблемы. Не могут они решить. За эти деньги мы сами, вот понятно, будут деньги в бюджете, мы направим и сами будем субсидировать. Сейчас мы начали относительно того, что было, вкладывать свои уже деньги в экономику. Например, возьмите таблицу по сельскому хозяйству. 18 год, 19, 20 мы вкладывали 25-30 миллионов рублей. Сейчас у нас цифра совершенно другая. Немного, но в разы больше, чем было. За счет чего? За счет денег, которые мы начали зарабатывать. За счет тех налогов. Тамышский объект заплатил 20 миллионов рублей налогов за это время. Это все ушло же к нашему населению. Нашему населению это ушло. Проблема, которая была связана, тоже мы сами вынуждены были ее решить в прошлом году, подтопила очень сильно наших граждан. 804 семьи были подтоплены. Это более чем 300 миллионов рублей. Но нам в этом вопросе, мы каждый раз не можем просить, да и никто не реагирует особо на эти просьбы. Решайте сами. Вот 140 миллионов рублей наших денег мы направлены для того, чтобы компенсации выплатить. Если экономика не будет работать, как это произойдет? Никак это не произойдет. Я хочу затронуть два вопроса. Первый – это ратификация соглашения по экономической гармонизации с Российской Федерацией. И второй вопрос – это по инвесторам, которые на сегодняшний день в Абхазию идут. Я уже один раз говорил, да, вот Леонид Дмитриевич сказал, что у абхазских производителей существует проблема вывоза продукции. Но, насколько я понимаю, что эта проблема решаемая. Более того, у нас есть договор межгосударственный, который стимулирует абхазского производителя для того, чтобы он официально, правильно, качественно вывозил продукцию. Для этого нужно просто этот закон изучить, обратиться в соответствие таможенной, брокерской структуры и так далее, и проблем не будет, если будут все сертификаты и правильный подход. Если мы говорим об упрощении границы как таковой для бизнеса, то здесь мы абхазский бизнес ставим на грань пропасти. Если мы сделаем бесконтрольное или упрощенное перемещение грузов в Абхазию, то мы можем получить большую проблему. Да, Россия, Казахстан, Беларусь этот вопрос решили. Но они решили это при помощи того, что каждая партия товара, которая покупается в России и вывозится в Беларусь, она сразу же, данные о ней передаются в электронную базу белорусской налоговой, и продать ее на территории России невозможно. И если она продастся на территории России, то люди сядут. Вот если мы будем готовы также четко обеспечить контроль товара, который по этим льготным путям будут перемещаться в Абхазию, тогда, конечно, стоит упрощать границу. Для того, чтобы вот эти проблемы, в том числе потоки, если мы выйдем на решение, если нас пустят в эту экономическую зону, для того, чтобы мы это все решили, нам оказывается помощь в объеме 800 миллионов рублей для цифровизации нашей экономики. Так или не так? Я правильно говорю? В том числе, чтобы все это контролировалось. Потому что бесконтрольно это не нужно ни им, ни нам. Им это тоже не нужно. Потому что если мы будем бесконтрольно, мы начнем завозить контрабанду,
и туда все это будет уходить. Не будет бесконтрольно. Если будет, все будет под контролем. Упростить – это не означает лишить контроля или не осуществлять контроль. Упростить означает меньше проблем создавать людям, которые экспортируют. Да. И правила более твердые, не более того. Согласен. Вот при таком подходе я это поддерживаю. Но, Аслан Георгиевич, тут нужно понимать другие моменты. Мы технически на сегодняшний день не готовы, к сожалению, к тому, чтобы эта цифровизация произошла. Хотя я полноценный сторонник ее. Вот у нас в прошлом году, с 1 января этого года должен был вступить закон по кассовым аппаратам. И у меня брали интервью, и я объяснил, что технически, к сожалению, это сегодня сделать невозможно полноценно. По одной причине, потому что нет на это денег. Вот деньги предусмотрены, поэтому это будет. Потому что у нас Поэтому вопрос. Да. А уже есть 800 миллионов выделено. Закон действует, это дает возможность контролирующим структурам приходить и наказывать. Но помимо денег мы должны понимать, что для того, чтобы кассовые аппараты поставить, должен быть стабильный свет, стабильный интернет. И каждый предприниматель, который имеет точку на рынке, и мы хотим, чтобы он поставил кассовый аппарат, он как минимум должен либо этот кассовый аппарат и подключение ко всей системе получить за счет государства, либо должен вложиться. И тут будет тоже очень много всяких нюансов и возможностей, к сожалению, для нечестных сотрудников различных ведомств, для того, чтобы это обходить. И для нечестных предпринимателей в том числе. И конечно, это большая проблема. По вопросам гармонизации в экономической сфере, я понимаю, что такое гармонизация законодательств в том же Россия, Белоруссия, Казахстан. Там одинаковый НДС 20%, там одинаковые налоговые ставки и так далее. Если мы будем гармонизироваться под эти условия, то мы можем поставить абхазский бизнес в очень тяжелые условия. Поэтому я вас прошу, как предприниматель, чтобы вот этот момент обязательно учитывали. И все-таки положение нашего бизнеса, оно нелегкое. И мы на сегодняшний день не готовы к очередному удару в виде повышения каких-то налоговых ставок, либо НДС, либо еще. И никто из нас не хочет выходить на площадь. Мы хотим заниматься бизнесом спокойно, как в других государствах, Черногории и так далее. Это один вопрос. А второй вопрос у меня, Аслан Георгиевич. Мы, естественно, как граждане, тоже хотим, чтобы бюджет пополнялся и привлекались существенные средства в наш бюджет. И я знаю один хороший пример на территории Российской Федерации. У меня друзья в Дагестане, депутат Госсовета Дагестана и доверенный человек Сулеймана Керимова. Он живет в Дербенте. Вот люди, которые хотят вложить, или бизнес, который хочет вложить деньги в Дербент, у них два условия. Первое условие – это они регистрируют свою организацию и платят налоги в Дербент. Второе условие – по максимуму они привлекают рабочую силу, материалы и так далее у тех предпринимателей, которые работают в Дербенте. Все, два условия выполняются. Значит, человек, если это ИП или это, он делает, Сулейман Керимов сам сделал прописку в Дербенте, и юрлицо свое туда перенес для того, чтобы все налоги шли в Дербент. И если мы, вот инвесторы, допустим, сейчас анонсируется большой проект, который будет строиться там 20 миллиардов, или не знаю, какие-то суммы для меня, они недостижимые и непонятные, но они большие. И дай бог, чтобы таких проектов было больше, потому что они нам тоже нужны. Но нам бы хотелось, чтобы люди, крупные инвесторы из России, чтобы они обратили внимание, что абхазский бизнес тоже существует, что мы тоже умеем работать. И у нас есть подрядные организации, которые могут выполнить работы здесь и не менее качественно выполнить, чем россияне, и гораздо дешевле. У нас есть предприниматели, которые могут привезти продукцию, начиная от цемента, кончая сантехникой, плиткой и чем угодно, и дешевле сделать это, чем в России. Именно такие подходы и будут. Будут они платить налоги как нужно. И местные субподрядчики будут. Чем хорош частный инвестор? У него нет желания у самого себя украсть. Он у себя подворовывать не будет. И, конечно же, я уверен в том, что они набор какой-то объявят, конкурс на определенные виды работы. Я в этом не сомневаюсь. Я просто знаю настроение людей. И то, что можно будет сделать за рубль, они не будут платить 2 рубля. Касаемо пограничного нашего режима, в частности, я хочу сказать о контрольно-пропускном пункте ПСОВ.
Если я начну характеризовать работу этого пункта, я думаю, здесь не будет ни для кого секретом, что это единственная логистическая такая возможность для нашей страны, для граждан, для бизнеса и вообще для всего, что должно создавать комфортные условия. В нашем случае ни для бизнеса, ни для граждан нашей республики, ни для туриста, который имеет желание посетить Абхазию, это проблема. Вы вскользь так затронули, что есть там какие-то подводные или надводные какие-то вещи, о которых я, например, не знаком, мы не знакомы. Что мешает для того, чтобы договор полноценный, межгосударственный, полностью вступил в свои вот эти вот права и пересечение грузов и прочее, стало доступным не только для бизнеса абхазского, российского, но я знаю, что и казахский бизнес проявляет определенный интерес к нашей территории, к нашей инфраструктуре, к нашим возможностям транзитным и прочие дела. Не решается потому, что, знаете как, это должно было быть важнее для нас, для нашей стороны. Мы должны были этот вопрос, как я это понимаю, постоянно поднимать на повестку дня и постоянно заниматься этой проблематикой. Почему это не случилось, мне сложно об этом говорить. Почему мы занялись в этом году данной проблемой, а не в прошлом? Данный вопрос я оставил и на встрече с президентом Путиным. Но нам помешала эпидемия. К нам не могли люди приезжать, уезжать. Наконец-то мы договорились и взялись за решение данного вопроса. Кому-то это может и не нравится, такие тоже будут. Я считаю необходимым решить, но мы эти 2 года должны на это потратить. Мы хотим, чтобы наша страна воспользовалась нашими транзитными возможностями, о чем говорил Руслан. При такой ситуации на ПСОВ никаких транзитов не будет. Это вещи взаимосвязанные. Сегодня конъюнктура рынка таким образом сложилась, когда это выгодно. Сейчас в Очимчирском районе заканчивают строительство контейнерной площадки. Небольшие объемы, но новый бизнес для нас. Специализированная контейнерная площадка. Ну, наверное, вот в ближайшее время. Это тоже налоги, это тоже рабочие места. В рамках встреч неоднократных с руководством России мы говорили об этом. Не исключено, что мы придем к тому, что железную дорогу сумеем участок восстановить. Об этом идут разговоры. Ну, конечно же, мы будем информировать. Конечно же, кто-то это захочет, кому-то это не будет нравиться. А за это время, пока мы вокруг этого ходим, морское сообщение между Сочи и Поти, да, наладили они? Сейчас корабли пошли, правильно? Потому что многие вопросы политизированы, разные совершенно точки зрения. Кто-то считает, что у нас не должно быть транзита, потому что транзит – это торговля с врагом, потому как грузы оттуда. Ну, тут надо, я так не считаю. Мне вообще не интересно, что происходит на территории врага. Меня это не интересует. Меня интересует то, как наши люди живут и как сделать так, чтобы они зарабатывали деньги, жили богаче. Как задействовать тот потенциал, который мы имеем. Вот вы много говорите, у нас большой потенциал. Железная дорога у нас огромный потенциал, результат нулевой. Аэропорт потенциал, результат нулевой. Порты наши, которые необходимо осуществить капитальный ремонт, реконструкция. Результат не нулевой, но мог бы быть другим. Этот потенциал как поднимать? За счет чего? По-другому это не работает. По-другому не работает. Но это все будет работать на нас. Поэтому на первый вопрос я отвечу таким образом. Мы занимаемся, я надеюсь, мы это решим. Мы пойдем по такому пути, значит, как это сделано в Гулирбском районе. Специализированный таможенный орган. Часть грузов можно здесь таможить и напрямую, чтобы не останавливали на границе. Не может быть случиться так, что нам будет необходима еще вторая площадка, такая же, чтобы грузы отделить вообще. Поставили штамп, абхазские, российские таможенники, все, данные есть, и он не останавливается. Это частично решает проблему. С людьми мы готовы, значит, для того, чтобы это случилось, российская сторона тоже многоликая. Там
некоторые ведомства не заинтересованы, которые обеспечивают безопасность, как бы чего не вышло. Вот они боятся чего-то. У нас закон об оружии, мы его приняли, кстати, я его не подписал. К этому закону тоже есть определенные вопросы, хотя я это не считаю угрозой, потому что российские законы будут работать. Человек переехал с ружьем или с чем-то, пусть с ним поступают так, как они считают нужным. Эта проблема тоже нам мешает. Другие проблемы, связанные с тем, что огромное количество людей, лиц без гражданства в Абхазии проживают. Грузины, которые живут в Гальском районе. А как с ними быть? Они задают вопрос. Если мы откроем границу, вы им какие-то документы выдайте? Так вопрос они ставят. Обоснованный вопрос? Обоснованный. Люди работают. Это среда, скажем так, уязвимая с точки зрения работы спецслужб. А сейчас вот вчера там диверсия была в Крыму. И этих историй будет, к сожалению, еще больше. Вот о чем. Это все нужно склеивать. В относительно хорошие времена, 15, 16, 17 год, когда не было ни спецопераций, ни острых фаз противодействия России с европейцами, когда не было, не смогли. Сейчас тоже тяжело, но мы будем это решать. Мы эти вопросы решим, нам нужно для этого время. Вас будем информировать об этом. Наша цель, я считаю, привлечь в Абхазию крупный бизнес. Даже и средний к нам идет с неохотой. Почему? Потому что, нет гармонизации с нашим стратегическим партнером. Нет много вещей, которые надо делать. Вот та скорость, с которой это происходит, и ту ответственность, которую власть на себя возложила когда-то, да, вот отсутствие вот этой скорости, да, вот в движении, направлении развития, привлечения и прочего, оно волнует народ. Общее экономическое развитие нашей страны – это прежде всего программа, которая была в свое время разработана центром 25 шагов. Strategy Partner Group, это институт Грефовский был при Минэке России, да, и Министерство экономического развития Абхазии. Хорошая программа. Я ее считаю наиболее оптимальной. Мы направили документ, соответствующий в парламент. И первый шаг – создание корпорации развития. Это не дополнительные чиновники. Корпорации развития. А вы эту программу почитайте, пожалуйста. Она у меня в телефоне постоянно. Первые 5 шагов – это все про инвестиции. Условия для инвесторов. Кастомизированный инвестор. Институт привлечения инвесторов. Инвестор. Все правильно. Что там они пишут правильно. Сейчас в последнее время правильно критикуют некоторые соавторы. Не знаю почему. Но в программе, которая ими разработана, все правильно написано. Зиги хамоб, зигирла хабзиоб, и хагу сарай шас ход, я артни хагу, а диалог хамадзам, а хунткар бизнеси, а хунткар ай хабра шара шхала шачуб худжик, харах хала хачуб, харах хамч. شو أي لحظة أصلاً جرقبا يجي عم يش حقولت حمو قاعدو أبرز قطن دي غلط تقول زاشو كبري حق شمو شيء غلط يرتشنا أبسنا عند كارا أرينتين كيش ناخين أبري حق حمر قل ساس كوس خود سكوب بالوين أبري ينحزق مزين بقى حتو جرب شقسي شاس واحد يجاج بشوك ستوات على ساحة مو بحروس زمين ترطلن دبرا رساي عجنة ونزك كيلوغرام مرتيوان حرحان خو شقا حتسكر ريحته الشقا شقا حيتيوان ناس عن خو يحود أوس ولا تقسم أوس تقسم ناس 300 روبلها صاروا روبلها يمحخر يقول قحوة دفاري مرحلة خنبة يقول قحوة وبران يسخص هو حرا حنكر عن خوي حنكر بيزنسي يمدزرو يبحرو أحن كاره خخير نزوا يا حب خخير جوا بروبلمك عز برزحن يا حب عرسا يا خا حراب سنة حن كاره حس خزا مزحن يا يرزتك زموسك زمان يشبع بيتناس تيجي تون هوك وينزك تون أفيتسرنا يربوب عجية بقى يبتسو وي حقوز بس سنجرك بيحب عتسخ ده عتسخ حرحتي بصوب يا خا $1 $1 حرحتها يتحقر يا حب يوروبا حزناجر عرب حنكر وحنا يجوخ $1 يبسم وبريزة تجلس هم وبرت وبراح يتسخروا بيبحوا ربي يسخصوا حرا أي مدرة حبجزام ناس شوارع إشكولا شوارع حقا بطل خلواش وبراج بشكل زيجي راس هرستخو بيرارستخو ببري تركتولي ورستولا دودزا در رايما دريرمو أخواخ ترى
юньежа бо миллиарда доллар бжаб иртахоб 6 миллиард доллар ганца убра харги кангахала хчала хорхур تجلز بشاحنات وتحر حدا جدرا يرزم قزار حاجة أجوانا جرسمو يحب بريامتك ويا تكستيل تركتولا يجدروا زيجا دني أكت يوب تأخذ تبع عن كلون أراخ تركتولا زيجا متك وينار ود ورستولا فدراسيا حري حب خديج يجدروا زتخم تركتولا يخا كيلوغرام ورستولا تكستيل وقارس زوحن ينايت أخو بشتولر وشارو بشتولر كي $1 كربجارة логистика хара 20 центов сара брай хаязгу абрах язгу сара 20 центов брай язгу уйк юбаху хара урсла федерации хари айк шахат рабизик хама беспошлин хабрай не тажлак беспошлин я дахулер беспошлин абри контейнер атавари хабхазит статистика яхдер зухан а что нам дает в Абхазии производство 38 тысяч евро أترك حنكر يتجني قيصر أواخ ترستلا عرينك طال رزحون كان تاني رتور رزحون 38 يورو يشارو حرارة يتاجر نول وبريجن يحب إلكتري إنرجيا بجند يحب أخش كاب تركتلا بجند عند ورستلا فедерация حيقوم это тоже большой плюс правильно дальше у нас возникает вопрос рабочей силы да рабочая сила يحزبت حرا حرحزجي ويحزقت زمخة وبطل خلوشتغن حيتشاجون سيفرني كارين دي عيقود إندين دي عيقود فيتنام دي حقار قولون يسخوص هو إلكترينر حيعوزر اللوجيستيك الله حيعود بس بوشلن حيتا قولود حيعود أوز زحم موي أبري مومنت كوا حريح درو دخل شريش زمدر وزر قلب أبايتمو комиссия قصتوب حيطلوا ربخنتشنا وساد عولر حالزوا ناس يستر استخوب وجه الترانزيت خجوك سالت شجر استخوب الترانزيت حبورت كو شغا حيكشو وبري حالت شجر حيكشو زم حبورتكو 24 часа وسورة ببورت حكرانكو حبساخرو يجوجا بشوف كم زرق حتزوم يحتخوب وجه الترانزيت يزلاق حتزو اسكلاد انغاركو قصدو باتب تارد يرتخوب أصلاً جري باتورتون ده يحزاس ود. وكايقو ورث أحمد فايد زوج. أواز قط محزة. سو خد قط محزة. بتبو مسحزم. أيوة دخل. إنفسترز فايدا حر خد قط يا حساب. سرسمة سرسابزم أبريس سرسمة سرسابزم زيجي. ورا أساس نكوس دوك حساب يجرب كيرش بشر قط ناس. أذكر على سوش تبع حرقات حرقات. أذكر على. وش تسمحه؟ وأقول داعن ما بتصوص خشومة. Вот это инфраструктура Африки. Вот это инфраструктура Евросоюза. А вот это инфраструктура Абхазии. Если сегодня какой-то инфраструктурный проект появляется, мы должны этому просто радоваться, аплодировать и поддерживать. Что такое аэропорт для меня? Понимаете, вот скажем, аэропорт, вообще психология отдыхающая такая, он больше 180-100 километров, 80 максимум никуда не ходит. Перешел границу, он хочет где-то осесть. Если аэропорт будет работать, значит, восточный регион заживет. Вы понимаете, какой будет мультипликативный эффект, сколько людей там обслуживают, рабочие места. Мы должны просто выражать, вы знаете, об этом люди говорят, которые даже не знают, не имеют представления, что такое ИКАО, что такое вообще полеты. Как должен функционировать аэропорт, какие политические издержки будут нести открытие этого аэропорта теми структурами, которые его открывают. Люди абсолютно не информированы, нас опережают какие-то люди, которые, вот, знаете, вот, создают какую-то атмосферу непонятную. Мы должны, как граждане, должны быть защищены от дезинформации. Мы должны быть, видимо, что-то нам не хватает в правительстве, да, чтобы опережающие как-то преподносить. К сожалению, у нас такая психология сложилась, да, в нашем государстве, что у нас государственных тайн не должно быть. У нас все должно быть публично, зигзигердыр вазуроб, абасансах и азет. Поэтому меня интересует, знаете, еще вот вопрос. Вот все, сейчас вот все, знаете, вот как-то спекулируется, каждый использует его в каких-то политических, каких-то целях. Вот вопрос форелевого хозяйства. Я знаю, насколько я информирован, государство вкладывало деньги, если я не ошибаюсь, да, эффект нулевой. Сейчас ее берет человек-инвестор, который фактически всех там, будем говорить, удовлетворил, официально, неофициально, ну,
будет 5 миллионов платить аренду. Ну разве это плохо для нашего государства? Я никак не могу понять, понимаете? Вот мы как-то идеологически мы не работаем с населением или что-то мы упускаем. Людям надо... Вот я не буду фамилиями называть. Один частный инвестор здесь работает в Абхазии. Вот он год где-то работает, открыл свое форелевое хозяйство. Он говорит, я в сентябре 3000 тонн рыбы продам. В нашем форельном хозяйстве вообще больше 100 тонн, цифра звучала когда-нибудь? Вот смотрите, что получается. Мы вообще есть амтасымаземом зариться гис хорацопаха. Не вопрос. Мы в общую как бы ощущаем, я надеюсь, вот я хочу получить по этим вопросам и по аэропорту, и по форелям, насколько это ущербно для государства, насколько это полезно, не полезно. Но мы не должны как-то вот идеологически не уступать тем, кто хочет, вот вообще, мне кажется, у нас вообще есть, знаете, очень много факторов, не тормозящие, а блокирующие развитие. И все эти факторы присутствуют у нас, кстати. Поэтому у нас, если мы еще будем это как бы усугублять, ну, я просто переживаю за наше будущее, за наше развитие. Мы этот вопрос поднял я на встрече с Владимиром Ильичем Путиным. Было дано поручение начать изучение и так далее. Весь прошлый год обсуждение этой проблемы в администрации президента, они просили не распространять эту информацию. Вот сейчас мы серьезнейшим образом продвинулись. Вот есть бывший губернатор, сейчас он председатель бюджетного комитета Совета Федерации. Министерство финансов часто направляет документы, они там визируют, взаимодействуют. И вот 2 недели назад мы встречались здесь, и его проинформировали, он же не специалист, ему говорят, это кто-то не хочет, не все хотят нам помочь и там, не все чиновники в этом заинтересованы. Видимо, лоббисты какие-то, есть чьи-то интересы и так далее. Ему сказали, а мне сказали, что это невозможно, потому что ИКАО. А я ему говорю, послушайте, а разве не такие же проблемы в Крыму? В Крым же летали? А он говорит, да. Я говорю, сейчас им из Хусхау. Мы это не афишировали, потому что особо пока нечего было афишировать. Мы подписали договор на проектирование. Что касается аэровокзального комплекса и прилегающих территорий, мы инвестора нашли. У нас не было денег на строительство взлетной полосы, на его капитальный ремонт, рулежные дорожки, ограждения, организация воздушного движения. За организацией воздушного движения стоит техника, специальное оборудование, многомиллиардное, и управление воздушным движением. Вот эти вопросы требуют постоянной работы. Ни у кого в Абхазии нет опыта запуска такого проекта. Сухумский аэропорт руководство Абхазии того периода не строило. Этим занималось центральное правительство, город Москва и проектные институты. У нас дорогу мы можем построить автомобильную, мы имеем специалистов. Нужно было создать авиакомпанию, мы ее создали. Ну, вы сядете в самолет, который будет пилотировать человек, недоучка. Конечно. Но у нас военные летчики, ребята, их нужно обучить. Это 2,5 года переквалификация. Это 700 или 800 тысяч рублей обучения на одного человека. Все это требовало постоянной работы. И мы сегодня пришли к тому, что деньги будут изысканы на полосу. Это наша будет полоса, рулезка НАСА. Но это все. Мы это не афишировали. Вот последняя встреча. Министр здесь был экономического развития. Министр финансов был недавно здесь. Мы это не афишировали. Все. Отмашка должна быть только от имени президента России. Он должен дать добро. Надеюсь, на встрече так и произойдет. Все бумаги подготовлены. Это большой-большой объем работы. Но, слушайте, какой может быть в этом проекте минус? Это первое. Второе. Вот в информационном плане мы вроде бы как отстаем. А как нам быть, если некоторые политики перед собой ставят задачу нас дискредитировать? Мы что, каждый раз должны говорить, пока нет соглашения? Мы можем говорить об аэропорте, только то, что проектная работа. Нам больше не о чем говорить пока. Вот когда бумаги будут подписаны о выделении средств, тогда мы говорим, все, финансирование пошло, мы проинформируем. Вот какая картина. Поэтому наша сдержанность, вот все что угодно, значит, вброс, обман и так далее. Теперь вопрос, который имеет отношение к форелевому хозяйству чернореченскому. Форелевое хозяйство – это предприятие по выращиванию рыбы. Там должны были вырастить определенный объем рыбы. За последние 15 лет в форелевое хозяйство вложено
89 миллионов рублей государственных денег. 89 миллионов рублей, с учетом времени, когда вложили, это тогда было примерно 3 миллиона долларов. Сегодня это 180 миллионов рублей. Это примерно один хороший детский садик. Я, например, если бы принимал бы решение в тот период, деньги государственное форелевое хозяйство не стал бы вкладывать. Потому что государственные деньги, на мой взгляд, надо тратить более рачительно. Я бы или в больницу вложил бы, или в детский садик, нашел бы или дорогу, или водоснабжение, то, что является общественным, там, где у нас денег. А форелевое хозяйство – это бизнес. Сегодня какие результаты? Вот 90 миллионов мы вложили, какие мы имеем результаты за 12 лет? За 12 лет налогов уплачено 2 миллиона 491 тысяч рублей. Это примерно 200 тысяч рублей в год. Это предприятие дает 200 тысяч рублей в год. Это 200 тысяч на 5, 90. Это нужно 450 лет отбивать деньги, которые мы туда вложили. Ну вот они платят. Сколько они произвели продукции, мои дорогие друзья? Реализация рыбы форели в натуральном выражении. В 2011 году 12 тонн, в 2015 тонн, в 2012 году, в 15 тонн, в 2013, 23 тонны в 2015, 17 тонн в 2016, 9 тонн в 2018, 9 тонн в 2019, 7 тонн в 2020, 7 тонн в 2021. Реализация рыбы карпа натуральном, на карповое хозяйство огромное, сейчас там буйволы пасутся, и 0,00000 до 2015 года 1 тонна карпа, 2 тонны карпа в 2017 году и так далее. 1 тонна карпа, целое государственное предприятие. Нашлись люди, которые говорят, специалисты имеют деньги, в это предприятие нужно вложить несколько сот миллионов рублей и сделать так, чтобы там производили не 8 тонн продукции, а от 50 до 100, чтобы там работало не 7 человек, а 30. А арендные платежи только будут около 6 миллионов рублей. Вы вот 200 тысяч в год мы получаем государство, 6 миллионов арендных платежей, это в 30 раз больше, чем 200 тысяч только на аренде. Если там будут дополнительные рабочие места, если там будет другая заработная плата, если мы будем иметь другой объем товарной продукции, почему я должен рисковать, государственные деньги еще раз вкладывать, обязательно разворуют, если это может сделать инвестор? Можете на этот вопрос ответить? Но в собственность никто не берет. Это в аренде. И еще надо, чтобы взяли, посмотрим, возьмут или нет. Вопросы, которые накапливаются десятилетиями, требуют определенного времени, определенных знаний, порой которых у нас не хватает. Проверки людей, министров, тянут или не тянут, это тоже есть. Кто-то потянул, кто-то нет. Все это есть. И так не бывает, чтобы все эти вопросы были решены очень... Мы обозначили тенденции. У нас обозначились тенденции неплохие. Их надо укрепить. К нам начали проявлять интерес люди, которые могут здесь организовать большой бизнес. Это не так просто. Это нужно каждый раз общаться, их убеждать в этом. На Тамышский объект инвестор пришел, ему это 100 лет не надо было в это болото прийти. Я нашел другого бизнесмена, который выступил гарантом, что он деньги эти вернет. Российского бизнесмена. Он выступил гарантом, тот пришел, создали предприятие. А то я могу 700 миллионов достать и отдать ему, да, если что-то произойдет. Когда мы говорим об инвестициях, все понимаем, что без инвестиций ни одно государство не может развиваться. Даже великая, богатейшая Россия каждый год по 5-6 экономических форумов проводят. Понятно это все. Но инвестиции и продажу, давайте вот эти вещи не будем путать. Это моя просьба и мое пожелание. Мои дорогие друзья, во-первых, спасибо за откровенный разговор. Я вам всем признателен. Немножко, может быть, я был эмоционален. Это никого не должно оскорблять, я это не имел в виду. Я просто хотел некоторые вещи оттенить. Потом я хочу, чтобы вы знали, у меня тоже обычное сердце, я иногда переживаю, нервничаю, особенно тогда, когда... мне кажется, некая несправедливость. Да? Уроки мы извлечем, с оппозицией работать будем, информировать вас тоже будем. И обязательно, тут еще раз я присягал, в присяге написано, обеспечить сохранность народа, обеспечить его развитие. Сохранность нашего народа обеспечить можно, только обеспечив мир, твердый мир. Гарантом твердого мира являются наши вооруженные силы и Российская Федерация на нашей территории. Это вы знаете, я еще раз об этом говорю. Все вокруг этого.
Вы знаете, что такое война, лучше, чем кто-либо. И поэтому вот когда мы разговариваем с нашими российскими партнерами, надо мной вот эта история всегда давлеет. Я исхожу из того, что вы знаете, я 59 лет прожил, у меня разное было в жизни, много таких интересных страниц и всякое. Я, собственно, готов уже, я прожил нормально, но хотел, чтобы дети прожили, чтобы не случилось взять ружье и встать, потому что противник сделал выводы, он стал крепче. Нам нужен этот союз с Россией, твердый и прочный, гарантированный. Он нам нужен для сохранения нашего этноса, так же, как он нужен и России. Вот мои главные посылы. А экономику, вот, пожалуйста, министр экономики. Вот нет диалога с бизнесом, это наша вина, он должен быть. Почему нет площадки постоянно действующей? Пусть приходят, рассказывают. Потому что то, что они говорят, это очень важно, когда не от нас исходит, а от бизнесменов. И люди в это начинают больше верить. И люди будут знать, о чем идет речь, почему у нас такие подходы. А что сказали вы, Михаил Петрович, инвестор? Ну, мы, к сожалению, сегодня не такие крепкие, чтобы ему условия диктовать. Мы, наоборот, бегаем за ним, чтобы он пришел. В Восточной Абхазии разница потенциалов. Вы же это видите. Но у нас неплохие новости. С 1983 года в Восточной Абхазии, в Очимчире, стоит 17-этажная гостиница, которая недостроенная. Правильно? Такая же была в Гудауте. Вот вчера люди вышли на его ремонт. Абхазский инвестор, но привлекает российские деньги. Ну, называется, что он абхазский инвестор. Это тоже 750 мест. 750 мест – это примерно 5 месяцев, если он будет грузить, 13 тысяч человек где-то может отдохнуть. А 13 тысяч человек – это примерно 100 рейсов самолетов привезти, увезти. Значит, какая-то точка безубыточности. Мы ближе стали в аэропорту. Те, кто вкладывает деньги, тоже считают. Потому что там 1014 в этом году будет, уже там 28 тысяч. 2-3 таких объекта, 50-60 тысяч туристов в Восточной Абхазии. И вот вам, пожалуйста, 500 рейсов, которые могут быть заполнены. И инвестор быстрее пойдет, он это считает, смотрит. Пассажиропоток и окупаемость, он же рискует деньгами. В полосу ремонт, здание ремонт сом и бейго. И лахар шпало, бизнес амлар шпало, стабильность амлар и параперзивая. Благодарю вас. И мы, Джансух, значит, давайте определяться нам, выходить на коллег, наших товарищей из общественных партий. Здесь, значит, здесь повестку дня формируем, 2-3 вопроса. И давайте там в долгий ящик не откладывая, в рамках текущего месяца одну встречу давайте сделаем здесь. Конструктивный, очень обширный круг вопросов, которые вы задавали, и он отвечал. И, пользуясь случаем, что здесь правительство, поблагодарить министра здравоохранения, вот вы про это говорили, и мы неоднократно это и в письменной форме говорили, что большое спасибо, что вы ведете такую вот действительно для здоровья нашей нации большую, очень ответственную работу, и всегда мы обращаемся даже по мелким каким-то вопросам. Вы никогда нашу просьбу не отклоняете.